Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Для того, чтобы стать популярным в сети, нужно талант и упорство или важно затрагивать сложные темы? А может быть, напротив, чтобы завоевать аудиторию в интернете, нужно быть просто легким и открытым? С нашим сегодняшним гостем, одним из первых блогеров Якутии Дмитрием Михайловым, мы поговорим о том, как завоевать доверие аудитории, найти своих поклонников в сети и делать качественный контент. А также затронем тему современной журналистики и перспективах ее развития. Добрый вечер, Дмитрий. Давайте начнем нашу программу с ответа на вопрос о том, как ты стал блогером и вообще на какой площадке были первые твои творческие успехи и вообще где были первые подписчики, где они появились? Добрый вечер. Да, немножко расскажу о себе. Вообще профессиональный блог свой я начал вести 10 лет назад, в 2014 году. То есть это на самом деле у меня не первое было появление в интернете. То есть я намного раньше этим начал заниматься. Там еще ВКонтакте или там на ЕКТ.ру и так далее. Но профессиональная деятельность, она началась в 2014 году с моим проектом, который ныне называется «Северная мистика». Мгм. Он в течение времени менял еще свои названия, и это был YouTube. К сожалению, наверное, тогда даже такого понятия не было, как видеоблогер. То есть YouTube, он использовался тогда в основном для залива музыки, каких-то передач, приколов из Мгм. интернета и так далее. И я там начал вести подкасты. Просмотров было не очень много для того времени, и к тому же интернет тоже был не очень хороший. И могу сказать то, что потом я забросил, и наоборот меня неудача привела к успеху, потому что оставшиеся истории, которые я не успел озвучить для Ютуба, я просто в текстовом виде начал выкладывать на сервисе дневники.ру и дневники ЕКТ.ру, и внезапно проснулся знаменитым, потому что когда мои посты добавляли на главную, На на главную сайте? страницу портала, они набирали огромное количество просмотров, то есть это даже понравилось тогдашнему администратору сервиса, и мы начали дружить. То Мгм. есть, с этого, наверное, все и началось. И я в основном этим всем занимался, можно сказать, просто для души. То есть мне нравилась сама тема вот, мистики, страшных историй и так далее. Вот, как-то так. Ну вот, получается, твой проект, он до сих пор жив, он функционирует. Расскажи о нем немножко поподробнее. Ага, хорошо. Этот проект, ну, сначала это были просто страшилки, которые мне нравятся, а потом уже он начал перерастать во что-то намного более серьезное, потому что я понял, что я собираю фольклор 20 и 21 века. То есть, Мгм. если сейчас им как бы никто всерьез не занимается, то я думаю, просто через какое-то время там сменится буквально там одно поколение, и он окажется потерян. Хотя вот сейчас, когда уже перечитываешь истории, например, там, 70-х годов или еще что-то, очень сильно через них ощущается, как сказать, ну, понимается ощущение времени, о чем тогда люди мечтали, Переживали. да, переживали, чего боялись, какие байки у них ходили. Или как, например, если брать вот классические американские ужасы, например, там старые экранизации Кинга или еще что-то подобное. Например, вот американский быт, он, наверное, из всех фильмов лучше всего познается, ну, обычно именно повседневный, через фильмы ужасов, потому что там он очень ну, хорошо отображен. Вот, как-то так. И проект у меня переходил вот через текстовую версию много лет, там, переходил там из одной социальной сети в другую. И в итоге он тоже ну, снова начал возвращаться на YouTube, потому что площадка, она на самом деле уже сейчас разогрета, и даже удавалось получить определенную монетизацию. Хотя в данный момент из-за санкций это уже стало несколько проблематично. Мгм. Давай тогда поговорим о том, как развивался якутский блогинг. Ну, вначале, как я понимаю, было слово, блоги в стиле живого журнала, где можно было писать заметки и получать комментарии. Это были дневники на ИКТ или что-то вот еще раньше, то есть именно в печатном виде? Но интернет дома, он у меня появился в 2000 году, и тогда я очень активно начал интересоваться таким понятием, как блогинг. На ЕКТ.ру, по-моему, не было даже дневников, был раздел «Чтиво», Мгм. и где там люди вот публиковали там и рассказы, и вообще свои мысли.
Они вот собирались. Я как-то тогда не считал себя прям созревшим для такого, но я очень увлеченно смотрел. И, кстати, среди авторов того времени у меня до сих пор есть как бы некоторые вот друзья. Кстати, еще действительно вот ЖЖ, так Мгм. называемый, на самом деле это Live Journal, тоже вели несколько человек. Я потом уже тоже переходил вот по ссылкам, смотрел и так далее. И потом уже, конечно же, наша местная блогосфера, она начала очень активно развиваться на дневниках. Мгм. При этом на самом деле было несколько попыток от разных людей сделать вот что-то вот подобное, но вот успех дневников на локальном уровне никто не смог повторить. Мгм. Ну вот давай поговорим о современном блогинге. Нет ощущения, что это какая-то, ну, в какой-то степени местечковая история? Ведь у нас очень мало блогеров, которые вещают на всю Россию, ну и тем более на мир. Как ты считаешь? Хотя нам есть о чем рассказать, есть о чем поведать. Вот как нам выйти на новый уровень и вообще какой совет можно было бы дать блогерам? Немножко сейчас сначала вернемся в историю, я все-таки не дорассказал. Первые вот блогеры у нас это были просто энтузиасты, то есть о монетизации речи вообще как бы Мгм. никакой не было. И часть из них вот солидно, это были журналисты, которые просто отводили душу, потому что они выходили как бы за пределы вот как Рамки бы, формата, да? да, за рамки форматов, которые они вели, и они могли уже просто писать вот все, что угодно. У человека есть как бы умение писать и желание, и он как бы изливал вот душу в блоге. То есть на самом деле нужно просто выбрать свою определенную вот нишу, да, и по ней как бы очень усиленно долго работать, то есть бить в одну точку. Тогда, наверное, получается. Кроме этого, наверное, небольшой вот совет. Нужно выбирать действительно любимое дело, потому что очень легко выгореть на самом деле. Потому что у тебя может быть какой-то неудачный, неурожайный год на контент, на вдохновение и так Мгм. далее. И это нужно обязательно перебарывать. Мгм. Ну а какой контент, на твой взгляд, интересует жителей Якутии? Например, один из самых вот успешных блогеров, про которого мы с тобой сейчас поговорили, это Панда Саха, снимает достаточно простые ролики, при этом без озвучки, но они очень милые, очень интересные и такие прям душевные. Вот что нужно снимать ребятам нашим, если мы говорим о Ютубе, о вот каком-то видеоформате? Ну, тема на самом деле может быть вообще любая. Ну, что касается Панда Саха, у него действительно блог очень хороший. Он показывает в Быт, якутских реалиях быт, да. как вот показывает еще очень хорошо холод, то есть у него часть съемок проходит на улице. И это действительно востребованный формат. Он, наверное, даже изначально планировал снимать для земляков, но оказалось, что у него основная часть аудитории, она, Мгм. наоборот, за Пределами Якутии пределами оказалось. Якутии. И стоит обратить внимание, что у него в роликах еще обычно нет слов. То Мгм. есть, ну, нету какой-то вот отдельной озвучки. То есть он идет, можно сказать, как АСМР. Это для того, чтобы это видео было универсальным для носителей любого языка. То есть без какого-либо перевода можно его Да, понять. спокойно смотреть и Мгм. понимать. Ну вот а что нужно для того, чтобы развивать свою страницу и наращивать аудиторию? То есть сейчас идет огромная погоня за аудиторией, при этом как бы очень многие раньше накручивали себе подписчиков. Сейчас, насколько я понимаю, это очень сложно и это очень легко вычисляется. Вот как найти свою нишу в рекламе, скажем так, вот как продвигаться? Но могу сказать, вот если снова возвращаться к истории, как я говорил в начале, блогеры, они были некоммерческие, это было для Мгм. души, то сейчас уже с каждым годом, мне кажется, становится все сложнее раскручиваться в социальных сетях, потому что, э, ну, не знаю, с появлением быстрого, дешевого мобильного интернета у людей очень быстро появилось ощущение пресыщенности. То есть в первые годы, когда появились хорошие тарифы, и интернет люди начали использовать уже не только дома вечером, там, перед сном, А в автобусе, по да, а дороге на работу? уже круглосуточно, тогда началась вот эта вот лихорадка подписок. Потому что массово начала появляться вот аудитория, и она искала на кого подписаться. И это было как бы золотое время и для российского, и для якутского ютуба, Мгм. и так далее. Сейчас уже стало намного сложнее. Наверное, нужно просто вначале набрать какую-то вот критическую массу аудитории. То есть, если ты заходишь на аккаунт, и там, например, даже если у тебя была какая-то реклама, ты заходишь на аккаунт, а там у человека там 27 у него Мгм. подписчиков, то обычно люди на него уже не подписываются. То есть Даже несмотря на то, что контент интересный, э, реклама классная.
Ну, в большинстве случаев, да. Мгм. Потому что я сам тоже так делаю, я такие страницы пролистываю. К сожалению, как бы критическую массу нужно набирать это вот от друзей, вот, от знакомых и так далее. В Телеграме мне тоже вот сложнее всего было начать заново, потому что когда у нас начались санкции, закрылись вот некоторые социальные сети, я открыл страницу в Телеграм, и она оказалась на самом деле, наоборот, одной из самых перспективных. Канал у меня пока относительно не сильно большой, но в рамках Якутска, наверное, нормальный. То есть около 2000 подписчиков. И могу сказать, что вот первые 100 давались тяжелее всего. То есть, а потом уже как бы, Пошло дело. да, вал ну, набирает обороты. Мгм. После 1000 уже становится как бы намного, То есть блог сам себя продвигает, грубо да, говоря. намного легче. Мгм. Ну вот как ты считаешь, блог для тебя сегодня это работа или все это также хобби? И вот в плане составления стратегии, контент-планов, ты придерживаешься какой-то вот специальной, не знаю, там, истории в этом вопросе? На самом деле, да, потому что в рамках блога я за всю жизнь уже несколько раз сотрудничал с разными изданиями, то есть в том числе и со СМИ. Мгм. И для них регулярно приходилось готовить истории, то есть выбирать еще какие-то вот качественные, отправлять, потом можно их дублировать, например, у себя в блоге. И действительно у меня потом со временем сложился такой принцип, хотя я вот не всегда ему соответствую, но в духе минимум одна история в неделю. То есть желательно почаще. Мгм. И это очень сильно дисциплинирует, хотя на самом деле этим очень сложно заниматься в плане того, что требует очень такой серьезной внутренней мобилизации и стабильности. То есть это как ребенок, которому нужно уделять вот определенное время. И это действительно потом со временем превращается во вторую работу. То есть когда блок очень-очень маленький, можно вообще говорить, писать, там, записывать все, что в голову взбредет, а потом уже, когда блок становится больше, человек тоже начинает заковываться в цепи формата своего, который он сам же и выстроил. То есть со временем это тоже превращается уже в определенную работу и с определенной степенью рутины. Но это неизбежно, мне кажется. То есть любой как бы более-менее нормальный проект, в нем элемент рутины должен быть присутствовать. Ну, а как ты думаешь, вот люди, которые ведут блог, у которых очень много подписчиков, они осознают свою ответственность перед аудиторией? То, что они транслируют, то, что они рассказывают, то есть на них смотрят люди, они должны нести что-то хорошее, светлое, вечное, ну, то есть по идее. М, Насколько они готовы взять на себя ответственность? То есть на некоторых же слава сваливается прямо вот так вот за один день, и, может, они не готовы к этому. Зачастую это бывает так, то есть если в СМИ там человек проходит все-таки какое-то обучение, какой-то отбор, что-то такое, то блогерство — это же вещь совершенно стихийная. То есть блогер — это не как будто бы отдельная каста людей, которая Мгм. там сложилась в течение поколения. Это действительно, это просто совершенно случайные люди, можно сказать. Ну, многие из них, конечно, в чем-то талантливые, но все равно это случайные люди, и они бывают очень разные. И я тоже часто сталкивался с тем, что некоторые блогеры, так называемые, они оказывались абсолютно безответственные. То есть, допустим, они говорят: да, я принимаю любую рекламу, там, лишь бы давали. Мгм. То есть, хотя бывает, что там какие-то очень Сомнительные. да, сомнительные услуги. То есть должна быть какая-то определенная чистоплотность. И плюс еще, наверное, по части контента тоже должна быть определенная ответственность. И я Мгм. считаю, что именно последние годы у нас в этой сфере более-менее начал наводиться вот какой-то вот порядок. Это, конечно, не всем нравится, но на самом деле это было неизбежно, то есть с частью развития общества, потому что до последних лет это было абсолютно дикое поле. То есть можно было брать любые контракты. Мгм. Там же, вот, например, с той же Блиновской, там вопрос же был в том, что она уклонялась от уплаты налогов там, в очень крупных размерах. И Мгм. это действительно был такой, на самом деле, серьезный прецедент. И блогерам, я думаю, нужно придерживаться этого, особенно когда речь идет о больших контрактах. Я понимаю, там, не знаю, какую-то там шаурмечную, например, да, прорекламировать за 500 рублей, это, я думаю, еще можно как-то, ну, неофициально. Мгм. Но когда речь идет уже о постоянном доходе и о серьезных суммах, их нужно уже действительно, Отражать. да, действительно фиксировать. Мгм. Ну вот как ты считаешь, стоит ли проходить какие-нибудь обучающие курсы начинающим блогерам, ну вот на которых рассказывают, как вести блог, как правильно составить контент-план, или нет?
не стоит этому уделять время? То есть это должно быть все-таки творчество и твоя личная идея. Я могу сказать то, что в любом случае самообразованием нужно заниматься. Есть большое количество информации и в открытом доступе совершенно бесплатно, или есть какие-то там мини-курсы очень недорогие, там, я не знаю, там, начиная от 500 рублей. Это надо уже просто смотреть, как бы, По запросу, скажем да, так, по да? запросу смотреть, пробовать и так далее, потому что, как сказать, иногда лучше сократить себе путь и действительно чему-то вот обучиться, а не набивать себе шишки, потому что я вот совершенно как бы в диком формате развивался, получается, 10 лет, хотя по факту больше, то есть 10 лет это профессиональному именно блогингу. И я могу сказать то, что я набил огромное количество шишек, и многих из них можно было бы избежать, и имея как бы нынешний опыт, я мог бы очень, ну, гораздо быстрее как бы прийти к хорошим результатам. Мгм. Вот, как-то так. Ну вот мы затронули тему рекламы, вот блогерство, инфо-цыганство. Не будем, конечно, ставить знак равно, но порой блогеры рекламируют то и рассказывают о том, в чем они совершенно не разбираются. Например, о каких-то медицинских препаратах, что-то могут порекомендовать. Вот как оградить себя от такого контента? Как человеку, который людям доверяет, например, вот артисту, либо блогеру, как оградиться от такого контента? Ну, много фейков, тем более, еще происходит сейчас у нас. Это на самом деле это очень сложно, то есть либо нужно, а, Проверять информацию. да, придется проверять информацию, потому что это очень сложно. Я сам лично видел, когда блогеры там с абсолютно серьезным лицом несут какую-то совершенную дичь, например, там рекомендуют каждый день пить перекись водорода, якобы это излечит там, например, от всех болезней Мгм. и еще такое вот. И что касается вот инфо-цыганства, ненадлежащего от рекламы, это действительно тоже присутствует в очень больших объемах сейчас в интернете. Я могу сказать то, что, ну, опять же, возвращаемся к тому же моему утверждению, что блогерство — это просто набор как бы очень большого количества случайных людей, и степень ответственности перед аудиторией у них тоже бывает совершенно Мгм. разная. Поэтому действительно нужно проверять информацию, но, к сожалению, ну, нужно быть просто менее доверчивым, наверное, потому что, к сожалению, сейчас существует огромное количество технологий, как заставить, ну, как втереться В в доверие. доверие человеку. То есть я даже смотрел соответствующие курсы, можно создавать, например, там ложные отзывы или купленные отзывы, например. Либо, например, ты людей, можно сказать, нанимаешь для того, чтобы они ходили, вот, ну, распространяли сарафанное радио. Они там за скидку, например, или там за какую-то сумму вот ходят, например, всем рекомендуют. А это же может быть там, я не знаю, быть одноклассник, сосед, коллега Да, человек, или которому ты что-то такое. То есть доверяешь. поэтому тут защититься от каких-то таких вещей очень сложно. Или там можно создать страницу, которая вызывает тоже очень большое уважение, там, с отсылками, например, к каким-то серьезным брендам и так далее. Ну, искусство, как пускает пыль в глаза, оно на самом деле уже очень сильно развито, оно доведено до совершенства. Мгм. Ну, подходим к вопросу, который мы затронули. Ну, вот насколько реально сегодня монетизировать блог и получать из него настоящие реальные деньги? И как правильно вот зарегистрировать доходы? То есть мы отметили, что это очень важно. Наверное, стать самозанятым, вот чтобы не было проблем с законодательством. И кто вот может монетизировать блог? Например, тот, кто в Ютубе ведет свою программу, в ВК, насколько я знаю, можно монетизировать. Что еще? Вот как? Дай совет. Так, ну, вопрос о монетизации, он сейчас, наверное, один из самых больных, потому что, Санкции? да, с этим стало несколько сложнее. Но, во-первых, да, с Ютуба доходы очень сильно упали, потому что отключили показ рекламы внутри страны. То есть внутренний зритель, он не генерирует вот эти вот нужные просмотры. Но, тем не менее, доход оттуда есть. То есть, если блог очень сильно развит, то Мгм. он может все-таки приносить доход. То есть мой личный блог, он до сих пор как бы работает. Хотя на самом деле мне уже, наверное, практически год как некогда было делать новые видео. Мгм. Но, тем не менее, блог, оказывается, до сих пор живет. Смотрят. Да. И я думаю, что нужно его обязательно в ближайшее время продолжить. Так,
Что касается монетизации, на самом деле монетизации тоже могут быть очень разные. То есть есть, конечно, прямые выплаты, но на них рассчитывать, особенно начинающим, достаточно сложно. То есть на выплаты вот именно по партнерским программам. Но гораздо лучше получать монетизацию именно с рекламы уже такой вот как бы непосредственно напрямую, когда работаешь с рекламодателями. Мгм. То есть, во-первых, нужно выбрать какую-то свою определенную нишу, свои темы. Желательно одну, но можно две или три. Хотя, например, на Ютубе некоторые блогеры, они ведут несколько аккаунтов, потому что у них темы разные. Там у одного, например, есть там канал с лайфхаками, и другой уже с репортажами, например. Он их не смешивает. То есть у них монетизация идет отдельно и так далее. То есть нужно работать с брендами, с другими людьми, с другими блогерами. Это как бы более такой верный вариант. У меня, например, история с монетизацией была такая, то что мне вот друг Семен Сивцев, он занимается консультированием именно в области маркетинга. Я как-то у него спросил, как монетизировать блог, а он говорит, что я копаю не в ту сторону. То есть я пытался монетизировать сам контент или найти рекламу под него, хотя у меня блог такой не очень крупный, он у меня такой тематический, Мгм. то есть на любителя. Я это прекрасно осознаю. И он сказал, то, что ты занимаешься как бы ну, не в ту сторону, и тебе нужно монетизацию использовать уже как бы из доп. Продаж. То есть контент у меня должен идти бесплатно. Мгм. То есть я не должен его прям как-то сильно очень, Продавать. да, монетизировать, ну, пытаться монетизировать. И по его совету я открыл экскурсии. То есть и это начало действительно приносить доход, а экскурсии, они именно по собранному мной материалу. То есть за годы работы, там, например, рассказываю легенды или исторические вот справки с тех или иных мест, зданий у нас в центре города. И это действительно начало достаточно хорошо работать. Кроме этого, еще живые мероприятия, они тоже как бы пользуются на самом деле успехом. И Мгм. как бы это все очень такая рабочая история. Кроме этого, действительно, я блогерам советую, если у вас начались как бы постоянные хорошие доходы, да, то нужно оформлять самозанятость. Это самая простая форма, потому что в отличие от ИП вам не надо там, например, Сдавать отчетность какую-то да, сложную. сдавать отчетность или даже вот по нулевым доходам ИПшник, он в итоге сдает же вот эти пенсионные взносы. У самозанятых такого нет. То есть если у тебя нет доходов, то ты как бы ничего и не платишь. Мгм. Кроме этого, самозанятость, ну, например, если вы где-то работаете прямо официально, там в некоторых случаях вас могут заставить закрыть, например, ИП или ООО. Но самозанятости это не касается. То есть Мгм. это такая как бы самая удобная форма, она вас ничем не обременяет, но тем не менее. У меня тоже уже были случаи, когда я доходы оформлял именно через самозанятость. То есть когда мне уже говорили, то, что все должно идти как бы легально через бухгалтерию, например, какие-то вот сделки. И я это спокойно говорил. Конечно, я могу, говорю, вот прямо сейчас вам сделать чек, и он будет как бы легальным. Мгм. И с этого чека я еще легально тоже уплачу налоги. То есть это действительно одна из лучших вещей, наверное, что придумало наше государство. Ну, точно, насколько я знаю, очень просто оформить самозанятость. Там буквально нужно зайти в онлайн-банк и заполнить несколько строчек в анкете. Да, есть даже несколько вариантов, как открыть самозанятость. Об этом можно посмотреть в интернете. Я, например, вообще оформил самозанятость в приложении Сбербанк онлайн. Мгм. Можно сказать, просто у меня выскочила рекламка «Оформить самозанятость». Я нажал, и я не знал, что, оказывается, это настолько просто. То есть я нажал несколько кнопок и стал самозанятым. Неожиданно сам для себя, да? Да. Так, следующий вопрос. Кому бы из известных людей ты бы порекомендовал завести блог? Ну, у кого блога нет. И на кого охотно бы подписался из этих людей? Ну, сейчас такое вот время, да, то, что на самом деле у всех известных людей есть блог. То есть если известного человека нет блога, то его, можно сказать, не существует. То есть я о нем просто не знаю, поэтому сложно об этом сказать. Например, даже у Далай-ламы, человека такого, как сказать, не сильно, не совсем открытого. Мгм. Тем не менее, у него тоже есть свой блог. Может быть, он ведет не очень часто, но он у него вообще, в принципе, как таковой есть.
присутствует. Поэтому сложно говорить. Это как говорил Павел Воля, то, что если вы поехали один на Бали и не сделали ни одной фотографии, ни одной фотографии не выложили, то значит вы не были на Бали. То есть таковы реалии нашего времени. Мгм. Вопрос про технику. Вот сколько стоит техника качественная, сколько нужно потратить денег, чтобы у тебя получился качественный контент, чтобы можно было проводить съемки, чтобы можно было озвучивать видео, сколько нужно денег вложить, то есть на старте? На старте, но Или телефона достаточно будет? я могу сказать то, что начинать нужно действительно с того, что у вас есть. Я даже слышал, например, одну историю, как один вот подросток, он по дизайну начал работать в дизайне, имея только как бы старый разбитый телефон с разбитым экраном. Но тем не менее, он там как бы было это неудобно, но он тем не менее там вот этим вот занимался. То есть было бы желание. И поэтому бюджет для блогинга, он может быть даже абсолютно нулевой, по крайней мере, на старте. Но тем не менее, если хотите прям качественно начать, то либо нужна хорошая камера. Она стоит где-то, наверное, в районе 50 тысяч рублей. Я бренды называть не буду. Мгм. И телефоны тоже там разбросы очень большие. Но, в принципе, там, я не знаю, даже за 30 тысяч рублей можно купить телефон с достаточно хорошей камерой. И микрофоны тоже, они на самом деле сейчас очень недорогие. Я сам пользуюсь петличкой, которая стоит в районе 2 или 3 тысяч рублей. И она как бы по качеству оптимальна. То Мгм. есть есть аналоги, но они намного-намного дороже. Поэтому нижняя планка это 0 рублей. То есть можно начинать на любом телефоне. А большая планка, она, конечно, уже До бесконечности, вплоть до да? бесконечности. То есть некоторые блогеры, они даже нанимают как бы специально своих отдельных операторов, у которых есть заработная плата и так далее. Вообще, по факту, блогерство это, ну, как мы уже знаем, целая индустрия, но тем не менее она от СМИ по факту не сильно отличается, потому что просто раньше, до эры интернета, все вот эти вот творческие люди, они шли в СМИ, они шли, например, в журналы, они шли на телевидение и так далее, и интернет, он просто как-то немножко уравнял шансы. Мгм. Вот хочу перейти к журналистике. Чего не хватает современной журналистики? Вот как по мне, хочется, чтобы зажигались новые звездочки, чтобы было больше молодых журналистов, активных, чтобы люди горели желанием работать, готовить материалы, искать интересные темы. Вот как ты считаешь, чего не хватает? Мне кажется, у журналистики есть некоторая проблема в части, наверное, консервативности, то есть к подходам. Я понимаю, что нужна часть контента действительно серьезная, взвешенная, из проверенных источников и так далее. То есть это как, например, вот новостной формат, да? Понятно, что новостной формат мы держим уже как бы в классической форме, его не надо сильно как-то там видоизменять. Но другие разделы, их действительно нужно несколько, наверное, Форматировать? да, форматировать, освежить, потому что они идут по очень старым рельсам. То есть поэтому блогеры, они зачастую уходят вперед, потому что они не скованы никакими вот этими вот рамками. Мгм. Ну вот как ты думаешь, независимая журналистика, она существует? Или всегда есть кто-то, кто стоит за журналистом, человек, который дает ему задание, либо его самого что-то мотивирует написать тот или иной материал? То есть очень сложно ведь держать баланс вот этой независимости. Сейчас я вот скажу. Вообще, в принципе, независимая журналистика для меня это такой как бы нонсенс. По названию я могу сейчас объяснить. Потому что как бы ну, СМИ содержать это достаточно дорого. И обязательно должны быть инвесторы. Поэтому, в принципе, любое СМИ, оно должно отображать интересы того или иного инвестора или каких-то вот крупных рекламодателей. Это как бы уже в любом случае. То есть не обязательно это политика, это может быть, например, там и коммерция Мгм. и так далее, да. Поэтому в этом плане достаточно сложно как бы говорить о таких вещах.
То есть просто, например, государственные СМИ, есть частные СМИ. И источники финансирования тоже у них ну, могут быть достаточно разные. Но полностью независимые СМИ, я считаю, что ну, такого быть не может, в Мгм. принципе. Ну, давай перейдем к советам. Вот какой бы ты совет дал, один дельный, хороший, начинающему блогеру? Вот самый такой топовый. Самый топовый. Но я знаю, что на самом деле, как бы это ни звучало смешно, но самый хороший товар — это искренность. Мгм. Я это серьезно говорю, то есть я это говорю там не только из своего опыта, но и из опыта других людей, потому что те проекты, которые я сам знаю и которые они успешные, да, они именно искренние. То есть это люди, которые ведут проекты именно с большой любовью. То есть вам нужно любить свое дело, вам нужно в том числе любить свою аудиторию. Также, наверное, нужно еще следить там за своим имиджем, за своей этикой, потому что времена, ну, все очень сильно развивается, и времена новоришей, людей, которые очень быстро разбогатели, они скоро начнут уже проходить, потому Мгм. что, как мы заметили, сейчас уже аудитория становится все более и более взыскательной, то есть с каждым годом. И сейчас погореть или упасть вот как бы вниз в волнах хейт достаточно легко. Мгм. А, кстати, вот хотела про хейт спросить, как ты к нему относишься? Бывают ли какие-то вот негативные отзывы? Расстраиваешься? Ну, поначалу, да, я поначалу даже бывало спорил Мгм. там с Доказывал? каждым, да. Но я примерно заметил такую вот вещь: на 1000 просмотров бывает один недовольный человек на самом деле. То есть это даже не обязательно человек какой-то плохой, вредный или еще что-то. Это может быть просто быть человек не в духе, например. Мгм. Это нормально. То есть при больших числах всегда появляется там... И у многих блогеров со временем вырабатывается Иммунитет? определенный... Да, определенный иммунитет. То есть ты понимаешь, что это вещь такая неизбежная, и ты становишься не более, ну, чуть более толстокожим. Мгм. Потому что если ты боишься хейта, каких-то вот отрицательных комментариев или еще чего-то, если ты не умеешь работать вот, с негативом, то, в принципе, в эту сферу даже и нет смысла заходить на самом деле. Ну, то есть морально нужно подготовиться, прежде чем начать вести блог. Вдруг у тебя будет много подписчиков, ты будешь популярен, и Да. тебе придется бороться вот с такими моментами. Кстати, с блогерами мы об этом говорили, то что, но есть даже просто такое шутливое выражение, то что если у тебя нет хейтеров, то значит твой проект не успешен. Мгм. Ну и давай дадим совет журналисту, все-таки начинающему, либо уже который работает. Хороший тоже, дельный. Дельный совет, он, наверное, будет заключаться в том, что нужно, ну, сейчас немножко отойду, да, вот, когда не так давно, года 2 назад, по-моему, проходила битва журналистов и блогеров. Там победили блогеры, то есть я был капитаном команды блогеров, это такое полушутливое было мероприятие. И там вот показало, ну, опыт показал, что блогеры, они более креативные, а журналисты, они более дисциплинированные. Просто сами, как сказать, реалии, они требуют совершенно разных качеств. Мгм. Вот, поэтому блогерам я советую, чтобы они немножко себя все-таки Дисциплинировали, да? дисциплинировались, держались в рамках каких-то определенных, то есть, ну, за какие-то определенные буйки не надо заплывать. А журналистам я, наоборот, советовал бы, то есть, полностью противоположную вещь. То есть вы действительно изучаете классику, вы изучаете форматы и так далее, но, тем не менее, никогда не стесняйтесь предлагать вот какие-то вот новые мысли, новые идеи, потому что всегда можно сказать вот что-то новое, что-то интересное, как-то вот это можно по-новому переиграть. На самом деле это можно сделать всегда, то есть надо просто пытаться это сформулировать грамотно, и это можно уже притворять в жизнь. Ну и при этом не бояться ошибаться. Ну да, разумеется. Ну, то есть все новое, это же не всегда прям 100% правильное. Благодарю за интересную беседу. Желаю успехов в развитии проектов, миллионов просмотров, вашего качественного контента. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подходит к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.